Всем привет! Хотелось бы вас немножко взбодрить. Проект наш называется Альшай Ерикмандаре, что в переводе означает «Альшейские волонтеры». Великие дела делаются малыми усилиями многих. Автор неизвестен. Глобальные социальные, экономические, политические и культурные изменения, происходящие в российском обществе, объединяют новые требования к воспитанию подрастающего поколения. Как подчеркивается в концепции модернизации российского образования, современному обществу необходимы инициативные люди, которые могут самостоятельно принимать решения и ситуации выбора. Способы к сотрудничеству отличаются мобильностью, обладают чувством ответственности за судьбу страны, за ее социальное и экономическое процветание. В настоящее время созрела необходимость определить нравственные ориентиры молодого поколения, приобщить их к общечеловеческим ценностям, культуры поведения в социуме, духовно-нравственному и патриотическому развитию. Одно из актуальных воспитательных средств – это волонтерские движения, которые способствуют формированию личности гражданина своей страны. В условиях современного общества все чаще встречаются люди, готовые совершенно бескорыстно делать добрые дела. Таких людей называют волонтеры. Волонтер не профессия, не хобби, не общественная нагрузка. Это образ мышления, удивительная по нынешней поре способность находить время и силы для совершения добрых дел. Цель проекта – воспитание осознанной молодежи. Основные целевые группы – это молодежь от 14 до 40 лет. До 40, потому что наш пенсионный возраст подвинули, и я думаю, и молодежь считается до 40 лет. Задачи проекта – поддержка и реализация социальных инициатив молодежи, популяризация идей добровольчества у молодежи. Планируемые мероприятия, тематические акции, экологические субботники, мероприятия ко Дню Победы, спортивные мероприятия, совместная работа с колл-центром, проведение профилактических мероприятий и другое. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Экспертам слово передаю. Кто готов? Если я правильно поняла, есть такая задача создать волонтерское движение в районе. В смете вижу только автомобиль. ГСМ и все остальное связано с автомобилем. Это необходимо для именно решения и проведения необходимых акций. Ну, во-первых, не на все формы можно подавать в смете автомобиля, это надо смотреть по положению. Да, то есть надо смотреть. Мы подавали, когда проект на фонд поддержки развития гражданского общества Республики Башкортостан. У нас, например, проект называется «Найди меня». Нам очень сильно нужен был автомобиль. Нам его обрезали, и у нас, получается, только аренда будет. То есть никакой покупки вообще нельзя. Хотя сумма гранта большая. Здесь надо смотреть именно по положению того грант-оператора, который дает средства. Дальше. По сути, если я хочу создать какое-то общество, которое будет помогать людям, мне, наверное, вообще деньги не нужны. По сути. То есть, либо здесь нужно продумать проект, может быть, создание какого-либо проекта в районе добровольцами, которые его бы реализовали. И тогда на этот проект уже запрашивать какие-либо финансовые средства. Может быть, это буклеты какие-то, может быть, это аренда офиса, например. Может быть, это оргтехника, к примеру. Я бы сразу вычеркнула смету, например, сказала. Не вяжется смета с самим проектом. По поводу цели, она может быть только одна, здесь тоже нужно посмотреть. Но молодежь мы не можем писать до 40 лет, потому что у нас есть... Да, то есть здесь наши придумки, они не проканают. Понятно, что пенсионный фонд повысили, и нам тоже хочется быть молодыми и молодежью, подольше, но как-то так. И опыт, где команда проекта, здесь можно, в принципе, не писать опыт, а прописать его в следующей графе, где опыт успешной реализации проекта, про команду чуть-чуть там описать. Как-то так. И плюс, если по смете сумма софинансирования 1000 рублей, а запрашиваем 999 500, либо пошутили, потому что какой-либо хотя бы 30% софинансирования должно быть. То есть, если вы просите 999 тысяч, где-то 300 тысяч вы должны найти софинансирование. В среднем так в основном получается, что фонд президентских грантов, что у нас в республике грант-операторы,
что молодежь, что вот эти гранты физических лиц, там везде должен быть определенный процент софинансирования. Пока как-то так. Так, смотри, полностью с Ириной согласен. То есть это и возраст, и вообще для реализации этого проекта идеи, да, в принципе, деньги не нужны. То есть если это развивать волонтерство, в принципе, ну, если человек что-то хочет полезно сделать, там, субботники организовать, там, пенсионеров помочь, там, снег почистить. В принципе, ребята идут, собираются, идут и делают. То есть, бензин на соседней деревне сидит, да, или соседнюю улицу, в принципе, тут и автомобиль найдется, и все это делается. Поэтому, здесь, как Ирина сказала, полностью согласен, то, что нужно на какой-то проект деньги запрашивать. Для этого нужна команда. Для того, чтобы собрать команду, просто тупо берете, собираетесь и делаете. Ну, для этого деньги не нужны, в принципе. Ну и все тогда. Какой-то интересный проект. Развитие волонтерского центра. Может быть, это будет и называться, да, развитие волонтерского центра, то есть какой-то проект, какой-то опыт расписать, показать то, что вы что делаете в течение года, 2 лет, да, все эти фотографии, СМИ, и обосновывать, да, нам вот это необходимо, там, принтер, сканер, на машину деньги точно не дадут, на волонтерские, потому что, ну, не дадут все. Даже поисковая работа есть. Да. Потом, по поводу выступления, меньше ввода. Вот и все слушают, так, когда вы перед экспертом выступаете, там у вас 3 минуты, и объяснять то, что волонтерство важно экспертам, это, ну, не то, что это неправильно, но с другой стороны, сидеть и объяснять то, что волонтерство это хорошо экспертам, которые сами через это прошли, ну, как-то нелогично. Поэтому и все, кто будете выступать, и перед другими конкурсами, перед другими экспертами, не надо объяснять. Эксперты понимают и этот проект, и идеи, и знают все ваши проблемы, потому что мы через это сами проходим. Просто вот нужно рассказывать побольше по сути, то есть меньше вводных слов, да, красивых фраз, а больше именно твоей изюминки. В чем именно особенность твоего района, именно почему именно ваш волонтерский центр или, ну, волонтерство поддерживает именно вас, а не другие районы. Побольше изюминки. Ну, вот такая рекомендация. Ну, это, наверное, всем рекомендация. Да, мы же сегодня собрались не для того, чтобы критиковать, а дать рекомендации, чтобы мы как можно больше средств в республику с вами привлекали. Вот смотрите, когда мы пишем, я тоже с этим сталкивалась, вот когда писала, 3 года вообще ничего выиграть не могли. Когда мы думаем, что же нам включить в смету, можно просто взять календарный план и пойти по каждому мероприятию. Потому что, например, у нас есть там мероприятие, да, какое-нибудь там совместная работа с колл-центром, ну, например, да, что нам здесь пригодится. И начинаем это включать в смету, именно по каждому мероприятию по календарному плану. Тогда будет намного логичнее экспертам, да, они смотрят, так, ну, например, подготовка раздаточного материала, так, хорошо, когда, куда, смотрю смету, я здесь этого не вижу, да, то есть я вижу только услуги типографии, и все, вот. Ну и другие расходы, мне кажется, это точно зарежут, но другие расходы, что это, да, 3 500 на 12 42 тысячи рублей, то есть что, кто-то на эти деньги, да, очень много чего может сделать. Ну, как-то вот так, чтобы логика была. План, и он же должен быть смежен со сметой. Это по всем проектам. Вот. Ну и когда защищаемся, вот кто сейчас будет защищаться на Иволге, имейте в виду, это онлайн, мы будем смотреть прямо на вас, и, ну, никаких бумажек, никаких листовок, дома заранее репетируем, смотрим, чтобы не было никаких таких моментов. Да, сейчас тоже прокомментирую. Ты выходишь, говоришь, всем привет, сейчас вас заряжу немного, и начинаешь по тексту читать по бумажке. Но сразу такой диссонанс, и поэтому нужно быть готовым, выходить, рассказывать. Если твой проект, твоя идея, ты должен ей жить, ты должен гореть, и, соответственно, без каких-то листочков рассказывать. По заявке, ну, сразу тоже скажу, да, ну, сырая заявка, ну, очень мало чего написано, и, ну, серьезная доработка должна пройти. Думаю, к нам молодежи проект Новис обратишься, поможем. Первоначально всем тоже рекомендую, кто говорит, вот идея есть, объяснишь, как это можно упаковать, и сразу отдаешь им нашу методичку. Вот, людям даешь методичку, они пробуют, показывают, уже сразу с первого раза более-менее похоже на правду и похоже на проект. Может, ну, там детально расписано. Потом уже несколько консультаций, и проект наполняется, становится лучше. Вот, поэтому здесь серьезная доработка нужна, ну и понятно, да, то есть эксперты тоже сказали. Нужна действительно какая-то фишка, и чтобы вот эта деятельность вашего волонтерского движения не просто на поддержку вы деятельности просили проекта, деньги, а
на конкретный проект, то есть конкретная цель, конкретный итог должен быть. Ну, в принципе, если поработать, то я думаю, что можно интересно что-то упаковать, интересную идею сделать. Вот. Ну, по смете здесь тоже много сказали. Вообще в Росмолодежи, если мы смотрим, самый большой балл мы можем получить, если у нас 50% софинансирования. Опять же, вот, принимали участие в оценке проектов Росмолодежи. Там есть 10 критериев, которые ведут оценки. Я думаю, ну, знакомы многие с ними. Вот. И эксперту при оценке приходят методические рекомендации, где конкретно написано, там, условно, в раздел там, «Актуальность проекта», и прям блоково написано, там, 9 или 10 баллов эксперт может поставить в случае, и просписывается. И также то же самое по бюджету. И там где указано, что максимальный балл 9 или 10 можно поставить, если софинансирование предполагается 50%. Вот. Ну и то есть все критерии так расписаны. Поэтому тоже есть интересная практика, когда на защите мы прям проходимся по этим всем критериям. Я тоже на форумах с ребятами тогда общались. И успешно как получается. Просто человек выходит, говорит, актуальность моего проекта, рассказывает, почему он актуален, там, уникальность моего проекта, там, да, бюджет моего проекта. По всем ключевым 10 критериям проходит и раскрывает их. Если он так сделает, эксперты сразу сидят, ага, по всем критериям искал, все круто. Вот. Поэтому, ну, тоже надо подумать формат презентации. Вот. А так, удачи вам желаем. Обращайтесь к нам, всегда готовы помочь. А вообще волонтерское движение развито в районе? Мы хотим просто более широко охватить именно молодежь. Чтобы их заинтересовать, им нужны средства движения. Ну, добавлю тоже для всех вот по муниципалитету есть по поводу волонтерского движения. Здесь, конечно, сказали, но хочу больше акцентировать внимание. Если вы пишете про волонтерское движение, прописывайте какой-то интересный проект. И под этот проект, под финансирование можно же закинуть и канцтовары, там, и принтеры, там, и раздаточные, и атрибутику, и так далее, и так далее. То есть вы с каким-то интересным инновационным проектом вы можете развить свое волонтерское движение. То есть это та же футболка же уже не один раз оденешь, а постоянно будете одевать. Один раз принтер купили, это на все же мероприятия. Поэтому здесь по большей степени не обобщенно о волонтерском движении, а именно какой-то интересный проект. Именно изюминка какая-то, чтобы другие муниципалитеты, другие организации могли бы перенимать у вас опыт. Так, следующий у нас выступающий.